Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о продвижении бренда Якутии и как на это влияют громкие инфоповоды. Друзья, внимание на экран. Якутия – самый большой субъект нашей страны. Несмотря на большую отдаленность от федерального центра, наша республика является одной из передовых. Однако для дальнейшего развития региона важно продвижение бренда Якутии. Двое мужчин из Аймекона отправились на лошадях. Чувашии встретили коневода Дугуйдана Винокурова. Одним из главных инфоповодов последнего времени стал подвиг Дугуйдана Винокурова, потомственного коневода из Аймекона. Всадник, несмотря на то, что мало кто верил в успех его похода, верхом на лошадях преодолел путь в 11 тысяч километров из родного села до столицы России, города Москва. Впереди Дугуйдан ставит перед собой новые амбициозные планы походов на якутской породе лошади. Как влияют громкие инфоповоды на продвижение бренда Якутии? И какие иные методы этому способствуют? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели — это те, кто считают, что для продвижения родной республики нам нужны громкие инфоповоды. Поход Дугуйдана Винокурова от Аймекона до Москвы на лошадях — это тот подвиг, который способствует продвижению бренда Якутии. Реалисты же считают, что поход Дугуйдана Винокурова заслуживает уважения, но громкие инфоповоды слабо способствуют продвижению бренда Якутии. Нужны другие методы. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. При этом мы с вами делимся следующим образом. Мечтатели будут справа. Реалисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Всадник, совершивший невероятный поход. Потомственный коневод. Патриот своей малой родины. Дугуйдан Винокуров. Привет. Присаживайся. Дугуйдан, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам немного о себе. Меня зовут Дугуйдан, я потомственный коневод в третьем поколении. Я совершил поход с Аймекона до Москвы, то есть 11 тысяч километров, 17 регионов России и 7 часов поясов. То есть время заняло год и 4 месяца. Занимаюсь я коневодством, то есть вместе с отцом у нас в хозяйстве около 200 голов якутской породы лошади. Начнем мы по традиции с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, ну и быстрые ответы от вас. Так, первый вопрос. Почему вы решились совершить этот поход? Что вас к этому сподвигло? Показать якутскую породу лошади, то есть информации о ней очень мало. То есть хотели показать всему миру о существовании такой уникальной породы. Мы знаем, что путь был полон сложностей. Были ли мысли сдаться? Нет, ни разу не было, потому что в честь всей республики. Считаете ли вы себя примером для других? Наверное, да, потому что нынешнее время сейчас мы, народ Саха, очень стали домашними, можно сказать. Почему вы выбрали для себя жизнь в городе? Потому что в деревне сейчас, к сожалению, нету возможности заработка, поэтому я переехал в город Якутск 6 лет назад. Коневодство для вас — это профессиональное или дань семейным традициям? Нет, скорее образ жизни. То есть коневодство это для народа Саха это средство существования, то есть хобби жизни. Чем вы зарабатываете себе на жизнь? Сейчас пока ничем. Но до похода у меня была машина, я ездил в район, в регион. Как вы считаете, смогли ли бы вы все же пройти тот путь, который закладывали для себя изначально, от Аймекона до Лондона? До Лондона? Да.
Это возможно физически. Во время похода я уже об этом думал. То есть во время похода я планировал еще сделать кругосветное путешествие. То есть, но с нынешними обстоятельствами я переостановил вот этот процесс, можно сказать. Как ваши родные отнеслись к вашему решению отправиться в поход? Были ли у кого-то из них, может, сомнения? Нет, как я сказал, своим родным всем сообщил то, что еду такое путешествие. Они все меня поддержали сразу. Успешно завершив свой поход, вы стали узнаваемой личностью. Не секрет. Способны ли вы, как считаете, при этом вернуться к прежней жизни или намерены и далее себе бросать такие громкие вызовы? Да, я всегда в своих интервью говорю то, что подвиги якутской лошади еще не раз услышат. То есть у меня есть планы, есть идеи очень много. Думаю реализовать их в ближайшее время. Дугуйдан, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать нашу сегодняшнюю тему. Это у нас студенты-рекламщики и студенты-культурологи. Справа от вас расположились мечтатели. Мечтатели — это те, кто считает, что для продвижения родной республики нам нужны громкие инфоповоды. Как раз таки ваш поход от Аймякона до Москвы на лошадях — это подвиг, который способствует продвижению бренда Якутии. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что поход заслуживает уважения, но громкие инфоповоды слабо способствуют продвижению бренда Якутии, так как нужны другие методы. Сейчас мы уже обращаемся к вам, друзья, к нашей аудитории. Пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны, чем обусловлен ваш выбор. Давайте начнем со стороны мечтателей. Пожалуйста. Поход все-таки дал плоды. Плоды, которые мы видим в телевизорах, в интернете. Много кто говорит о походе, много кто вдохновляется вашим походом. И то, как вы ездили в походе и давали интервью, рассказывали лекции о якутской культуре, это не может не вдохновлять. Вот. И поэтому я, наверное, выбрал эту сторону, потому что считаю, что любой способ продвижения территории — это хорошо. Реалисты, пожалуйста. На самом деле это очень интересный инфоповод, необычный подвиг, но я думаю, что такие инфоповоды, они больше продвигают самого человека, а не республику в целом. Поэтому я выбрала эту сторону. Хорошо, спасибо. Давайте послушаем эту сторону. Мечтатели. Любой инфоповод — это хорошо, и это продвигает Якутию, мое мнение. Спасибо. Уже нашей республике нужны новые какие-то современные технологии, чтобы продвинуть ее в более каком-то масштабном и на уровне России. Спасибо. Какие, например? Сейчас я могу предложить развить туризм, более как-то по новому уровню развить сервис. И я думаю, что именно туризм может как-то способствовать продвижению нашей республики. Спасибо. Мы известны, скорее всего, как самый такой холодный регион. И хочется, чтобы нас уже знали более подробно, что мы вот не только холодный регион, да, такие прям очень строгие, жесткие люди, которые добывают алмазы, питаются мясом, и что-то другое. Еще мнение, пожалуйста. Я соглашусь с предыдущим мнением о том, что нам нужно развивать туризм, но в то же время я и не отменяю важности таких вот походов, но все же мне кажется, что сейчас, возможно, стоит сделать большой упор на развитие сервиса и туризма в целом в Якутии. Да, я согласна с остальными ребятами, что действительно любой инфоповод, он все-таки как-никак говорит о Якутии и продвигает бренд Якутии в целом. И в любом случае это заслуживает большого уважения, такое большое путешествие, и все-таки оставлять это без внимания, мне кажется, тоже не совсем правильно. Поэтому я выбрала эту сторону. Давайте еще мнение послушаем со стороны мечтателей. Я считаю, любой положительный инфоповод способствует продвижению. У нас уже есть концепция для продвижения бренда нашей республики. Это холод, алмазы, якутские лошади. И бренд — это же про эмоции, а такие инфоповоды, они создают обсуждение у людей,
когда они читают, у них ну вот какие-то впечатления же вызывают все равно. То, что самый холодный регион, оказывается, оттуда можно дойти до Москвы. Ну, то есть, да, я так считаю. Ну, еще одно мнение, давайте послушаем со стороны реалистов. Я в самом начале бы хотела сказать, что я вами реально очень восхищаюсь. Это очень такой сильный поступок. И что насчет продвижения? Мне кажется, что сейчас нужны какие-то более, наверное, подростковые какие-то мероприятия, которые привлекают внимание очень сильно. Например, вот у нас недавно проходила же архитектурная премия ЭйГе, вот, и все вот примерно такие мероприятия, они привлекают внимание и создают у людей интерес. И как раз-таки вот ваш поход, мне кажется, он влияет на создание вот вашего личного бренда, но не бренда Якутии. Ну и перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Дугуйдану. Пожалуйста, давайте начнем с вопросов со стороны мечтателей. А как вы считаете, ваш поход повлиял на бренд Якутии, и если да, то каким образом? Я считаю, да. Узнали очень много о якутской породе лошади. То есть сейчас я общаюсь с такими регионами, как Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Бурятия, ну, в общем, со всей России, да. То есть они уже готовятся приобрести якутскую породу лошадей, то есть развивать у себя дома якутских пород лошадей. Вот я думаю, да. Готовы ли вот ваши, получается, знакомые посетить Якутию? Они готовы посетить Якутию. То есть я приглашал их в цех Аланхо, то есть они готовы приехать именно к цеху. Пожалуйста. Как вас встречали в разных регионах? Что их больше всего интересовало? Очень хорошо нас встречали везде, особенно в национальных республиках. Вот, такой как Бурятия, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, ну вот эти, которые я прошел. Вот, они интересовались, в общем, всей Якутией. То есть какая у нас культура, как мы живем. Ну, в общем, вся Якутия. Я рассказывал, показывал, и очень много интересов было. То есть я рассказывал о самобытности Якутии. Я вспомнил один работающий инструмент продвижения нашей культуры — это кино. Собираетесь ли вы сниматься в кино? И вот, есть ли у вас какие-то планы на съемки? Может, вы уже думаете какой-то проект о подобном? Нет, я о таком пока не думал. То есть сейчас у меня есть достаточно материалов от похода. И в следующем году еще собираюсь еще на один поход, и будем собирать еще материалы. И к цеху Аланхо, я думаю, будет сделан фильм документальный, то есть насчет похода. Будут показываться по всей республике. А насчет вот этих художественных фильмов, я не знаю. Если пригласят, то возможно. Вы вот говорите, что вот вы совершили поход и так далее, вы рассказываете другим людям, и как окружающие вообще реагируют на саму суть путешествия? Бывают ли какие-то вопросы со стороны, например, зачем это вообще ты делаешь, или же люди наоборот говорят, вау, как круто. Вот расскажите реакцию других. Бывает ли непонимание сути, да? Да, в республике и даже за республикой были такие моменты, которые, люди, которые говорили, зачем едете, зачем мучить животных бедных. Да? Нет, я так скажу, лошадь, она наоборот счастлива под седлом. То есть бывают такие люди, но в основном люди поддерживали. То есть они восхищались именно вот лошадьми, то есть очень выносливые лошади, очень красивые, пушистые, как мягкие игрушки. Ну, все так реагировали за республикой. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами вы столкнулись во время своего похода? Да, проблемы были именно корм для лошадей. То есть она не везде растет и не везде его найдешь. То есть по всей Якутии, Якутия у нас большая очень, то есть 2500, а от этого 11 тысяч прошли по Якутии. Она очень разная, то есть горная местность, сосновые боры, болоты, там очень много разных. И там в некоторых местах не растет трава.
И были сложности, которые лошади 3 сутки, вообще ничего не употребляя, прошли 170 километров. Вот. А за республикой там не везде занимаются сельским хозяйством, то есть не везде найдешь там сено, тот же овес. И сложности были только в этом, наверное. То есть сложности были только с точки зрения именно обеспечения самих лошадей. Да. А вот при взаимодействии, допустим, с жителями других регионов у вас никаких проблем не возникало? Таких проблем не было. То есть они встречали, они всегда... мы заранее договаривались и звонили, они всегда нас ждали. Когда вот снег сошел с Новосибирска, то есть мы уже ночевали в палатках на открытом поле, то есть нам не нужна была там, не знаю, укров, дом или что-то в этом роде. Что вы думаете об условиях для туристов у нас в республике? И что стоило бы поменять, что стоило бы улучшить? Вообще, какие у нас условия для туристов? Вопрос туристической инфраструктуры. Да. Да, я хочу развить именно конный туризм по всей республике. То есть я занимался этим 2 года, с 18 года по 19. Ко мне приезжали со всего мира, то есть с Англии, с Франции, с Новой Зеландии, там, с Австралии. Такие люди, как из Long Riders Guild, то есть это гильдия конных путешественников. Они приходили и только узнавали то, что у нас есть своя порода лошади. То есть они удивлялись очень. Вот я хочу развить туризм насчет коневодства. То есть я приглашаю людей и хочу показать им именно, как наши лошади ходят по нашим вот, соответственно, у вас есть практический опыт вот именно того, Да. чтобы организовывать конный туризм в Якутии. Как вы считаете, соответствует для этого туристическая инфраструктура? Нет, сейчас не так. У нас сервис очень слабый. Ну, надо развивать и стремиться к лучшему. Хорошо. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Вы знаете о подвиге Дугуйдана Винокурова? Нет. Ну, из-за того, что он на лошади поехал, поэтому все же узнала вся страна же, да? Знаю. Возможно, слышал такое. Да, слышал когда-то, да, но подробно не интересовался. Нет, не слышал. Нет. Слышала, который до Москвы на лошадях, да, я знаю. И как вы считаете, нужны ли такие действия для продвижения якутского бренда? Ну, конечно, да. Потому что нас и так мало, нас никто не знает. Ну, радует, что у нас есть такие люди, и о них потихоньку узнает весь мир. Скорее всего, что-то связанное с культурой нашего народа. Именно такие вот скачки на лошадях, подвиги и так далее. Показать культуру Якутии. Якутский конь показывает силу якутов. Чтобы люди узнали больше о Якутии. Если у человека есть какая-то цель, то, наверное, можно. Такое расстояние преодолеть, это сила духа надо. Думаю, любые движения нужны для продвижения бренда Якутии. Я его поддерживаю, очень уважаю. Молодец, так держать. Ну, почему бы нет, да, чтобы показывать национальную культуру там. Как мы видим из опроса, большинство якутян положительно относятся непосредственно к самому походу, к нему как инфоповоду. Однако не все якутяне при этом, само собой, в курсе вообще о деятельности Дугуйдана. Как вы считаете, друзья, является ли это проблемой? Или вся причина в том, что этот инфоповод изначально был направлен на какую-то внешнюю аудиторию? Как вы считаете? Мне кажется, что это все-таки достаточно большая проблема, потому что республика наша тоже является частью России, да, и людям здесь тоже было бы интересно. Вот я смотрела видео, там у некоторых людей прям так глаза загорелись, когда услышали то, что такой путь был как бы пройден. И мне кажется, что надо было изначально, наверное, продумать какую-то стратегию, да, чтобы ваш путь был более хорошо освещен. Мне кажется, в любом случае, даже если это проблема, то это вопрос времени. И как вы сказали, когда вы выпустите документальный фильм, может быть, его покажут в кинотеатрах России, определенно его покажут в Якутии, и люди узнают об этом и будут говорить об этом. Может быть, не в моменте, но
через некоторое время это должно дать какие-то плоды. И я не думаю, что это большая проблема. Спасибо. С моей точки зрения, это не особо такая большая проблема, но поскольку, опять же, жители Якутии, они не являются основной целевой аудиторией вашего, скажем так, перформанса. Это в основном нацелено на всероссийский масштаб, поскольку, опять же, целью ставилось как-то представить бренд якутской лошади и на всероссийском уровне. Поэтому там должны знать люди из Москвы, из других регионов. Из других регионов и городов. Вот так вот. Спасибо. Как говорили ранее, это нацелено на внешнюю аудиторию. И я считаю, что фундамент положен, и люди будут более открыто разговаривать о бренде. И я считаю, что это отлично, хорошо. Дугуйдан, ну давай мы у тебя спросим. Что касаемо похода, вообще было ли какое-то планирование, информационное освещение? На что вы все-таки на самом деле нацеливали его? На внешнюю аудиторию или вы хотели в том числе охватить и внутреннюю? Да, первоначально была внешняя аудитория, но это наша ошибка, то есть не знают нас в республике, то есть не все. Ну, большинство знают. Вот, молодые люди, которые ровесники мои, они, к сожалению, не все знают, потому что у них интерес другой. Вот, а если бы мы продвигали вот это в соцсетях, там, ну, возможно, много людей бы узнало. Ну, то есть изначально просто информационного планирования как такового Да. не было. Ну, и вы, собственно говоря, в этом видите основную проблему. Но все равно за пределами республики нас знают достаточно. О якутской породе лошади уже узнали. У нас сегодня максимально часто звучит слово «бренд», и хотелось бы все-таки задать вам вопрос. Что это вообще такое? Как вы понимаете это словосочетание «бренд Якутии»? Вообще существует ли он? Существует ли он и зачем он нужен? И как он воспринимается сейчас? Через что? Мне кажется, что он в Якутии все-таки есть. Все-таки он есть. И я могу говорить, опять же, о кино, о якутском кино, о том, как якутское кино эмоционально привязывает к Якутии. Такое есть. А бренд как раз-таки, его составляющая — это эмоциональная привязанность, это лояльность. И то, как продвигаются ценности через кино, то, как люди начинают интересоваться Якутией, это хорошо, это есть, и это должно развиваться в геометрической прогрессии, мне кажется, это здорово. Я не могу с уверенностью сказать, что у нас есть бренд Якутии. Есть какие-то ассоциации с нами, вот, холод, алмазы и так далее. Вот бренд только начинает развиваться, то есть наш кинематограф, как сказали, и так далее. Вот. С уверенностью я не могу сказать, что у нас есть бренд. Просто ассоциации, получается. Ну, в целом, конечно, такового устоявшегося прям точного бренда Якутии, мне кажется, нет. Ну, даже если смотреть внутри России, когда ты говоришь, что ты из Якутии, мало кто вообще представляет себе, что это такое. Но в целом, наверное, все-таки какие-то ассоциации, представления, если говорить какой-то зародыш бренда, он все-таки есть. Все-таки ассоциации с Якутией — это в первую очередь холод, алмазы, лошади. И это все равно нужно развивать. И любые способы, инфоповоды, они все равно каким-то образом будут складывать этот бренд. Спасибо. Давайте послушаем еще мнение. Сейчас у нас ситуация стихийно складывается, и бренд, он, понимаете, неразрывно связан с образом. Да? Какие инфоповоды, на ваш взгляд, нужно продвигать в таком случае? Ну, знаете, здесь все зависит от позиционирования. Да? Бренд Якутии, он должен опираться на позиционирование нашей территории. Позиционирование использует основные характеристики, да, территории. То есть мы должны на что-то опираться. Что мы продвигаем? Мы продвигаем холод. Мы продвигаем свою кухню, якутскую кухню. Да? Что мы продвигаем? Мы продвигаем свою флору и фауну. Да? Вот та же якутская лошадь. Понимаете? Позиция республики должна на что-то опираться.
И этих как бы атрибутов, свойств, на что опираться должна позиция республика, их не должно быть много, потому что из-за этого может размыться образ республики. А у нас инфоповодов сейчас много. Из-за этого, да. Дугуйдан, а выросли ли твои экономические показатели после похода? Поделись. Нет, выросли только, не выросли, появились медали, но экономическая нет. Ну вот лично как ты считаешь, вообще все же существует ли сейчас уже какой-то устоявшийся бренд Якутии, или он только формируется? Ну, вот, как сказали, да, у нас очень много вот таких холод, там, кухня, лошади, олени, вот, все размывается. Вот правильно говорят, то, что надо опираться на одно. То есть надо продвигать именно вот эти... Если холод продвигаешь, то продвигай холод. Там очень много надо сообщать об этом. Нужна какая-то единая концепция. Да, единая концепция. Не надо там... То есть вот у нас лошадь есть, есть холод, в то же время алмазы, есть IT. Да, и она все размывается. Хорошо. Может, все-таки полюс холода, а не Канжи, да? Да. Если не ошибаюсь, то вот. Ну, полюс холода, это, да, это бренд. Есть такой бренд, но и о нем очень много людей знают. То есть говоришь Якутия, они слушают, типа, полюс холода, Аймекон. Я говорю, да, она там находится. То есть его узнают. А в целом вообще в республике такого сформировавшегося бренда, по-моему, тоже нету. Спасибо, давайте поаплодируем. Ну вот давайте подойдем к главному вопросу. Что все же способно развить бренд Якутии? Какие методы для этого нужны? Что нужно нам предпринять, чтобы наш бренд развивался, он был и Якутия, наш регион, он стал привлекательным для внешней аудитории, опять же, для тех же туристов, которые могут вносить улучшения в наши экономические показатели. Давайте начнем с стороны мечтателей. Я считаю, что в первую очередь нужны компетентные пиарщики, которые продумают эту стратегию и займутся продвижением. У нас есть такие пиарщики, как вы считаете? Хватает Через ли год будут. специалистов качественных? Как студент 4-го курса. Шучу, конечно, но наверняка есть. У нас есть специальная кафедра рекламы и связи с общественностью, которая выпускает компетентных специалистов в своем деле. И если найти правильного человека, который загорится этой идеей и вложит в это свою душу и жизнь, то вообще без проблем, все получится. Ты бы занялась сама лично продвижением бренда Якутии? Тебе было бы такое интересно? Это очень интересно, потому что для меня важна культурная составляющая, хоть я и не являюсь носителем языка, и, возможно, в каких-то моментах я не сильна в истории или в знании культуры, но для меня это очень важно. А через что бы ты преподносил этот бренд? Через какие символы? Может, у тебя какие-то свои ассоциации есть, помимо вышеназванных? Об этом нужно, конечно, очень хорошо подумать, это все расписать, но для меня Якутия — это в первую очередь ценности, получается, природа и семья. Это вот то, что важно. Хорошо. Я считаю то, что для развития нашего бренда нужна вот поддержка именно со стороны республики самой, там, возможно, денежными средствами финансирования каких-нибудь идей, проектов, ну и что-то, может быть, единая концепция, чтобы должна быть. У нас вроде есть специально вообще целое отдельное министерство, которое занимается развитием предпринимательства и туризма. Оно есть, но я что-то не вижу их работу. Возможно, им стоит вложиться больше, как бы упорнее, ну и привлечь, наверное, более молодых людей, которые вот зажжены идеями, которые вот хотят работать, творить и развивать вот наш регион. Пожалуйста, еще мнение, ребят. Мне кажется, что над этим реально нужно думать как-то централизованно. И, как уже было озвучено, нужно прописать это все, нужно четко продумать. И вот мне кажется, только в таком случае, например, такие подвиги, как ваш, будут приниматься людьми более легко, и об этом будет узнавать более большое количество людей. Вот. И как раз-таки, да, это уже, наверное, вопрос к нашей республике, чтобы взять это все в руки, собрать и преподнести людям со всей России. Для привлечения туристов нам в первую очередь нужен транспорт. Поближе. Нужен транспорт для Якутии. То есть у нас как бы очень дорого стоят авиабилеты до Якутска, хотя бы самого. И до тех мест, до Аймекона, например, сложно добраться наверняка. И вот до других улусов нашей республики. И вот надо, наверное, задуматься в первую очередь на транспортной составляющей. Спасибо, давайте поаплодируем.
Реалисты, может, у вас есть какие-то предложения? Я думаю, нужно сделать упор на нашу природу, на его особенности, потому что в городе особо заняться нечем, не пошопиться и так далее. Поэтому туристам, я думаю, будет неинтересно. А вот наша природа, она уникальная, то есть зимой тоже есть на что посмотреть. Тот же полюс холода, наверное, людям интересно, а летом у нас есть тоже много мест. У Кулана там, например, экстремальные виды спорта могут привлекать туристов. Вот. А внутренний туризм, думаю, нужно больше упор делать на внешний туризм. То есть привлекать туристов с других регионов, получается, а не только наши. Потому что наши уже знают про особенности нашей природы. Ну, один раз ходишь уже, все, можно сказать. Ну, интересно было. А вот для других регионов это может быть чем-то увлекательным. Хорошо, спасибо, давайте поаплодируем. Что, Дугуйдан, мы с тобой послушали самые разные мнения. Как лично ты считаешь, вот, что все же способно развивать бренд Якутии? Вообще, какие методы для этого нужны? Ну, помимо того, что назвали, скажем так. Не знаю даже. Ну вот много этих в соцсетях надо рекламу вести. Хорошая реклама нужна. Да, хорошая реклама нужна. То есть все люди смотрят рекламу, то есть надо хорошую рекламу делать. То есть в основном, да, на рекламе только лежит. Если хорошо сделать рекламу, показать людям, если они посмотрят это, им может быть. А вот по поводу внутреннего и внешнего туризма, как ты считаешь, вот, что все же для самой Якутии перспективнее? Привлекать кого-то из ней или все же... Нет, сперва надо привлечь внутренний. То есть сейчас, когда я вот ехал до Москвы, я увидел то, что внутренний туризм, она очень развивается. То есть по России надо развить сперва внутренний, потом уже поток с границы. То есть если человек не знает, что у него дома происходит, он не может сказать там за границей, то есть он не может рассказать о своем родине, то есть о своей родине. То есть сперва надо узнать здесь все, потом уже изучать остальные за пределом республики. А вот насчет Приморского края, там этого же Владивостока, этих же Турция, вот это все, у них есть море. А, к сожалению, в Якутии нету этого. А у нас есть, наоборот, природа. То есть природа, наша культура, то есть очень хорошо сохранившаяся. Мы можем показать свою культуру, свою природу. То есть культура у всех есть, у всех народностей. То есть также и у Башкортостана, у Татарстана есть свои культуры, но у них нету природы, у них очень мало земли, то есть у них нечего показывать. Но они показывают свой город Казань. То есть у них города сделаны так, чтобы привлечь людей. А нам надо сделать не города, там, чтобы привлечь людей, а природу. То есть у нас есть что показать в природе. Дугуйдан, какой совет тебе бы хотелось дать нашей сегодняшней аудитории, ну и, возможно, нашим телезрителям? Мечтайте, ставьте цели, достигайте их и никогда не сожалейте. Если сделал, взялся, не сожалей ни о чем, вообще ни о чем. И ставьте цели, достигайте, то есть ничего не бойтесь, просто идите к своей цели, несмотря ни на что. Сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы можете как раз-таки поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. Ну и, соответственно, реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Поэтому окончательно определяемся своей точкой зрения. Ну и можно будет на счет 3 перейти. Давайте. 1, 2, 3. Кто не переходит? Все остается при своей точке зрения. Окей, отлично. По традиции нашей программы наш герой имеет право отметить одного или нескольких участников. Соответственно, Дугуйдан, кого бы тебе хотелось отметить в сегодняшней передаче? Я хочу выбрать из мечтателей, то есть очень хороший парень, вот сидит. Валерий. Валерий, да. Да, пожалуйста, мы тебя просим подняться на подиум. Дугуйдан, пожалуйста, слово тебе. Ага. Вот этот сувенир сделали
ребята со школы село Аймикон. То есть тут написано Аймикон полюс холода 71,2. Здесь кобыла с жеребенком. Хочу подарить ему Валерию за активное участие и за хорошие вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста, немного расскажи о себе. Здравствуйте, меня зовут Валерий. Я студент 4 курса кафедры рекламы связи с общественностью СВФУ. И я очень рад, что нас пригласили в эту студию сегодня. Была очень интересная беседа с Дугуйданом. Мы все следили за его походом. И вот, спасибо большое, очень хороший сувенир. Спасибо, давайте поаплодируем. Ну а сейчас мы приглашаем всех подняться на наш подиум для того, чтобы мы еще могли пообщаться друг с другом, ну и с нашим гостем Дугуйданом. Пожалуйста, подходим сюда. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. Это была передача «Я молодой» С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. на благо себя и родной республики. Всем пока! Да, такой формат передачи, то есть разделить на две аудитории, то есть реалисты и мечтатели. Это очень хорошо. То есть есть люди мечтатели и есть реалисты. И у них у всех есть мнение, они все высказались, сказали свое мнение, и это очень помогает саморазвитию человека. То есть ты услышал их мнение и анализируешь для себя.